Намасте, друзья! Понять йогу простым западным уровнем сознания невозможно. Чтобы понять эту науку, хотя бы немножко приблизиться к ней, необходимо изучать культуру и среду, в которой возникла йога. Йога возникла у древнего арийского народа на территории современной, известной нам Индии. Она является частью этой культуры и возникла среди этого народа. Кстати, Индия – это современное название страны, которое нам известно. У Индии есть еще и второе официальное название, которое закреплено в их конституции. आत्मा ने परमात्मा को लिया देख ध्यान की दृष्टि से, प्रकाश हुआ हृदय हृदय, बेड़ा पार हुआ इस सृष्टि से. В их конституции это Бхарата или Бхарадваджа. Это древнее название данной страны, известное нам сейчас как Индия, по имени известного царя рода Бхаратов. Наверняка вы слышали, может быть, кто-то читал или смотрел ведические сериалы на основе Махабхараты, также Бхагавад-гита. Эти эпосы повествуют нам о жизни и нраве древнего народа, рода. Я думаю, что хотя бы названия эти кому-то о чем-то говорят. И не изучав культуру Индии, понять йогу невозможно. А западным умом, западным мировоззрением смотреть на эту древнейшую, величайшую систему знаний – это очень ограничено. Что вы можете понять, имея ценности западного мировоззрения? Через эти призмы вы и будете воспринимать это знание. निरंकार है अजर अमर आकार विश्वाधार मन भजे. शिवोहम 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 शिवोहम. Поэтому изучать эту культуру – это обязательно, если вы действительно хотите глубже понимать, разбираться и двигаться по этому непростому пути. Легких путей не бывает. Если вам кто-то предлагает быстрый и легкий путь к реализации – это ложь. К сожалению, в наше современное время существует на поверхности, в массах людей, в больших массах людей очень много искажений древних учений.
Современный мир сатсанги превратил в некоторые увеселительные мероприятия. Тантру превратили в порнуху, хатха-йогу превратили в физкультуру, а адвайту превратили в стёб. Это реалии нашей современной жизни. भूख में तपसी तप रहा भोजन बीच पठार, विलप में साधु हंस रहा अपना ही उपजा खाए। शेष अशेष विशेष में समर्पण के भाव में शिवोहम 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 शिवोहम। ठहर शांत एकांत में साध के मूलाधार, सर्जन स्वाधिष्ठान से सूर्यमणि चमका। Но раз это существует, это означает то, что существует определенное сознание определенных людей, воспринимающих это так или иначе. Но это не умаляет и ни в коем случае не отодвигает глубины и важности действительно йогического пути. Он нелегок. Этот путь сложен. И идут по этому пути единицы. Очень малое количество людей вступает на этот путь, но еще гораздо меньшие действительно достигают реализации. Это единицы. Такие люди, такие души становятся действительно реализованными душами. Их можно по праву назвать человеком-богом, реализовавшим не только внутреннюю самость, но и обоготворившим физическое тело, просветлившим и собственное физическое тело, грубую материальную энергию. Эта задача не из простых. И, к сожалению, слов из песен не выбросишь. В йоге все закономерно, и каждый шаг, каждая ступень добавляет и дополняет предыдущую. Существует множество делений: хатха-йога, раджа-йога, множество йог. И если вы только-только начали интересоваться йогой, а поначалу для вас это будет казаться действительно разнообразием, пока вы не начнете глубже и глубже искать. И это нормально. Но не существует хатха-йоги без раджа-йоги, ровно как и не существует раджа без хатхи. Это просто название, позволяющее нам каким-то образом разграничить что-то то или иное, да? Но здесь на самом деле нет границ, если мы глубже понимаем, и понимаем это не просто на уровне ума, а понимание приходит именно в процессе практики, когда вы практику реализуете на собственном опыте. Понять это просто прочитав книжки, или потому что кто-то сказал, что все единое, все говорят об одном и том же, и как многие любят делать вывод: раз все одно и то же, нечего делать. Зачем все делать? Зачем делать практики, если все одно и везде Бог? Что тогда париться, да? Прекрасно, можно не париться. Таков путь этих людей. Задайте себе вопрос: что же вы тогда тут делаете в этом мире и страдаете? Почему вы получаете плоды тех или иных деяний? Вопросов очень много. И спрятаться за ничего не деланием – это спрятаться за ничего не деланием.
И когда мы говорим о той или иной йоге, мы подразумеваем действительно что-то, но это что-то, оно не отдельно от другой йоги. Раджа-йога есть часть хатха-йоги, ровно как и хатха есть часть раджа, как и все остальные направления. Я сейчас не говорю про какие-то совершенно новые, новейшие направления, такие как аштанга-виньяса, которой никогда сроду не было вообще ни в Индии, ни где бы то ни было. Это совершенно какие-то новые западные стили йоги, которые к йоге абсолютно ничего общего не имеют. Это просто способ преподнести асаны в том или ином виде. А большинство людей заинтересовано именно в этом. Именно в асанах, как просто в физических упражнениях, чтобы улучшить свое тело, чувствовать себя неплохо в этом мире и наслаждаться этим миром. Есть вот два таких понятия – йога и пхога. Йога – это юдж, от слова юдж – союз единения. Пхога – это наслаждение, наслаждение чувствами, наслаждение материальным миром. И йога, она идет наряду с вайрагьей, отречением от всех состояний возможных и возвышением над всеми состояниями мира. То пхога, она погружает вас в состояние и привязывает вас в состояние. Это совершенно два противоположных пути. Некоторые течения пропагандируют вот этот второй вариант пхоги, да, якобы наслаждаясь всем возможными наслаждениями, мы их изживаем, да, и таким образом все желания должны быть изжиты. Но что такое все? विशुद्धि आज्ञा सहस्रार तक गूंजे अनाहत Что такое все? Какие все? Возможно ли изжить все желания? Если вы посмотрите на материальный мир, вы увидите, что одно желание порождает другое. И этому нет конца. Что такое все желания? Их бесчисленное множество. Сколько миллионов жизней вам потребуется, чтобы жить все желания? Этому просто нет конца. Нет жизни, где вы вот такие вот раз, и вот это мое последнее желание. Дело в том, что мир таков, что новая одна энергия порождает другую энергию, порождает третью, четвертую, соответственно, различные формы жизни, формы восприятия, различных состояний, различных достижений. И этому нет конца. Это несложно отследить. Мир, он все время нам об этом говорит. Достаточно посмотреть на все то, что мы имеем. Получив одну вещь, появляется новая, более интересная, с какими-то якобы более улучшенными качествами, обещающими вам снова какие-то новые наслаждения. Этому не будет конца. Этот путь в никуда. Йога, она шагает наряду с вайрагьей. Вайрагья – это отречение. Отречение можно понимать по-разному. Первое, что может прийти на ум, это вот полный уход от мира социального, материального, куда-нибудь в пещеру и заниматься практикой. Да, это тоже путь. Этот путь очень серьезный. Кто-то идет и по этому пути. Это великие люди, которые практикуют тапас. Тапас – это йогическая практика, непрерывная. Это может быть 15 лет, 20 лет непрерывной йогической практики. Это может быть действительно такой путь. Можно понимать по-разному вайрагью. Все зависит от того, кто вы пребываете в социуме или вне социума. Возможно, вы грехастха, у которого есть семья, есть социальные обязанности. Для таких людей
один путь. Возможно, вы саньяси, который отрекся от семейной жизни и полностью посвятил себя самоисследованию и йоге, посвятил себя практике, служению. Это другой путь. Путей очень много. Можно сказать, что сколько людей, столько и путей, столько и вариантов, сколько проблем, столько их решений. Но в то же время все пути должны сводиться к единой сути. Мы должны учитывать все аспекты. И вайрагья, которая присуща тапасвинам, людям, которые находятся в серьезном тапасе, это не та вайрагья, которую может позволить себе, допустим, человек, живущий в социуме. Но на этом уровне тоже она не может не существовать. खाली को तो भर दिया, भरे में भरा न जाए, पानी में प्यासा रहा, तट पे बैठ लखा. На самом деле вайрагья, она всегда присутствует в нашей жизни в той или иной форме. Например, для того, чтобы добиться какой-то цели, мы полностью посвящаем себя этой цели, ну или, по крайней мере, большее время, большее количество времени. Мы отодвигаем все остальные хотелки и желания на второй план, потому что мы понимаем, что одно дело желать, но другое дело мало желать и лежать на диване. Нужно предпринимать какие-то действия, совершать действия для того, чтобы добиться той или иной цели. И нужно полностью посвятить себя этой цели. Если вы хотите добиться успеха в музыке, то мало заниматься музыкой 1 час в неделю. Это не даст вам ничего. Если вы действительно хотите реализоваться, допустим, в этой сфере, то вы понимаете, что у вас должна быть практика каждый день. Вы отрекаетесь от всего остального и посвящаете себя большую часть своего времени, допустим, занятию музыкой. Вот есть инструмент. Инструмент, он просто инструмент, но на нем, играя на этом инструменте, у нас есть возможность, совершенно невероятная возможность писать, сочинять и играть абсолютно любые мелодии. Кто-то будет играть собачий вальс, а кто-то сыграет целую симфонию. Если вы будете посвящать игре на музыкальном инструменте 1 час в неделю, вы научитесь играть собачий вальс. И если вы будете посвящать практике 3 часа в день, вы научитесь играть сложные симфонии, возможно, джаз. Но чтобы посвятить себя практике 3 часа в день, вы должны задвинуть все остальное. Ну, по крайней мере, большинство. И это логично. И это вайрагья. Мы отрекаемся от чего-то менее важного в пользу более значимого. Это всегда присутствует в нашей жизни с малых лет. Когда школьник делает уроки, а что школьнику хочется в детстве? Конечно же, побегать, поиграть с друзьями во дворе, на улице, на природе, что угодно, только не уроки делать, правильно? Но у школьника есть понимание, что вот
Это нужно сделать. Ну, по тем или иным причинам не имеет значения. И он жертвует. Он жертвует игрой с друзьями и посвящает это время для того, чтобы качественно выполнить домашнее задание. Это вайрагья. И когда вы изучаете йогу, будьте внимательны. Многие принципы, которые присутствуют в йоге, в йогической дисциплине садхане, они уже так или иначе существуют. То есть эти качества так или иначе нам уже присущи. Вопрос в том, насколько глубоко мы сможем использовать эти качества и насколько глубоко мы позволим себе шагнуть внутрь. И та реализация, которую вы можете обрести, которую вы можете достичь при помощи практики йоги как действительно духовной садханы, она целиком и полностью зависит от вас. Насколько глубоко вы позволяете себе постичь божественность. Возможно, кому-то йога нужна для гармоничной жизни в социуме, что, в общем-то, тоже неплохо. Это тоже возможно. Используя принципы йоги, используя какие-то практики для того, чтобы просто гармонично, позитивно существовать в мире. Прекрасно. Для этого не нужны огромные аскезы и выполнение того же тапаса. Возможно, вас интересует нечто большее. И вы понимаете, что эта жизнь, она не одна единственная. И вы задумываетесь о будущих перерождениях. И вы бы хотели, например, такая цель, как переродиться в более благостных условиях. Это тоже возможно. Йога тоже может реализовать и данный потенциал. Возможно, кто-то идет еще дальше, и его интересует освобождение души от пут сансарного существования, от, я бы сказала, причин перерождения в этом мире. И эта йога реализует. Вопрос в том, что нужно именно вам. Для чего вам именно йогическая дисциплина? Я сейчас не говорю о примитивных уровнях йоги, которая просто используется для того, чтобы погнуть тело, сделать красивые фотографии, выставить их в Инстаграме, ну или просто приятно провести время, отвлечься от домашней суеты. Каждый на самом деле приходит по своим причинам, но эти причины, конечно же, могут и поменяться, да. Вы просто должны понимать, что вы хотите, и это должно быть честное понимание. Вы должны отдавать себе отчет, для чего вам эта дисциплина. Какова цель практики йоги? Просто любопытство, интерес, побаловаться какими-то возможностями, которые йога может открыть, это недолговечно. И если такая мысль присутствует фоном и основополагающая мысль, толкающая вас именно на дальнейшие действия, да, вы можете обрести что-то, но вы быстро это потеряете. Так как вы часть целого, не забывайте, что мироздание, природа, она не глупа. И если вы не вписываетесь гармонично в порядок мироздания, она быстро вышибет то, что природе не угодно, то, что ей не нужно. И как я сказала в самом начале данного видео, понять йогу глубоко невозможно, если смотреть западным менталитетом, не изучая культуру, в которой возникла данная наука. Потому что они дополняют друг друга. Одно есть часть другого. Одно не существует без другого. Это одно целое. Конечно, здорово, если у вас есть свой учитель.
Я думаю, что если у вас есть свой учитель, вы просто бы не смотрели это видео, так как если есть гуру, он вам даст все необходимое. И если у вас нет учителя, но есть стремление, желание действительно идти и использовать, жить йогой как духовной практикой, как саданой, а не просто как это пропагандирует западный мир, так просто, немножечко для здоровья тела, то вам потребуется очень много усилий, вам потребуется очень много внимания, терпения для того, чтобы отбрасывать неистинное. Первое, что вы будете встречать на пути, то, что лежит на поверхности и массово, очень много заблуждений. Вам придется очень много отсекать ненужного, каких-то ненужных западных йог, непонятных, информации, источников, прежде чем вы доберетесь действительно до аутентичных источников, которые тоже понять непросто. Дело в том, что многие священные тексты пишутся сумеречным языком, языком символов, для того, чтобы просто знания не обесценились. Обесценивание знаний мы очень ясно можем наблюдать. То, что сейчас происходит в нашем мире, обесценивание. Тантру превратили в порнуху, сатсанги, в усилительные мероприятия и так далее. Это было, будет и есть. И поэтому тексты писались мудрецами, йогами, так как было понимание, что знание необходимо сохранить, но чтобы оно не обесценилось, эти люди писали, используя завуалированный язык, язык символов, который тоже понять непросто, но возможно. Если у вас есть действительно терпение, усидчивость, концентрация, внимание, стремление, а без этого невозможна практика йоги. Это все часть одного целого. Все эти качества, они должны присутствовать в настоящем йогине. Без них невозможна никакая духовная садхана. Если у вас есть духовный учитель, духовный учитель всегда знает, по какому пути вам нужно идти в данный момент времени. Духовный учитель – это нечто большее, чем даже мать и отец. Если вам повезло встретить такого человека, держитесь за него изо всех сил. Возможно, вам повезет встретить на пути духовного практика, который нечто реализовал в своей жизни. Обязательно держитесь за таких людей, если они вам к тому же еще открыты помогать, реализовать определенные вещи при помощи йогической практики. Вам крупно повезло. Встретить таких людей – это большая удача. Возможен, конечно, и самостоятельный путь. Самостоятельный путь – это, с одной стороны, понятие как бы и есть, и нет, да? Что имеется в виду под самостоятельным путем? Когда у вас нет собственного учителя, который бы вас направлял и подсказывал, и вы самостоятельно ищете информацию, да, в таком виде, но вы все равно не изолированы от окружающего мира. Вы все равно так или иначе учитесь у одного человека чему-то, даже если он не является учителем непосредственным, который ведет вас от начала и до конца. Да? Все равно так или иначе происходит обучение. И в этом плане можно сказать, что вы-то и не самостоятельно это выполняете.
не самостоятельно двигаетесь по пути. У вас есть учителя, пусть они не прямые, но косвенные. А с другой стороны, даже если имея самого великого гуру, даже если такое случилось, это еще ничего не значит, потому что никакой самый великий гуру за вас не достигнет вашей реализации. Гуру – это помощник на пути, это маяк, указывающий путь, но практику вам придется выполнять самостоятельно. И с этой позиции каждый человек проходит путь действительно самостоятельно, независимо от того, есть ли у него гуру как человек, который непосредственный, да, либо какие-то косвенные учителя, у которых он самостоятельно учится, изучает материалы, те же книги, те же видео, сатсанги, семинары и так далее. Да. С этой позиции каждый человек проходит путь все равно самостоятельно, потому что это должны сделать именно вы. С другой стороны, нет никого, кто бы самостоятельно к чему-то пришел, так как так или иначе, прямо или косвенно мы обучаемся. Но есть еще третий момент. Надо быть честным и откровенным. Действительно ли я тот человек, который способен идти самостоятельно? А не навешал ли я себе корону на голове, думая, что я такой великий, уже просветленный, достигший всего Махасидха, что мне не нужны никакие учителя? Все это индивидуально, да, такие вещи. Вы должны их понимать. Вы должны видеть, действительно это так или это не так. Возможно, на каком-то этапе вам не требуется гуру как в теле, как человек, который будет вас вести. Возможно, но он может появиться позже. Может быть такое, что у вас сегодня и на какой-то промежуток времени один учитель, который помогает вам в реализации каких-то определенных аспектов. Затем может появиться другой учитель, который поможет вам в реализации иных аспектов. И есть и такие случаи, когда ученики перешагивали своих гуру, и, что называется, ученик превзошел своего гуру. Есть много случаев, есть много историй, но, опять же, важно понимать, не мое ли это эго желает приписать себе то, чего у меня еще нет. Некое величие. Надо быть очень честным, потому что, опять же, вопрос, для чего я это делаю? Чтобы перед кем-то нарисоваться, что я такой великий, и я могу, или вам это нужно только вам? Друзья, изучайте культуру Индии, изучайте древние источники, древние писания. Изучайте традицию йогическую, не современную, то, что предлагает современный мир. В современном мире много западного йогического продукта, который просто продается. И таких продуктов всегда будет очень много. Как у нас много телефонов. Сегодня у нас одна модель, завтра модель еще лучше, экран больше, цвета ярче, функций больше, шума меньше. То же самое происходит и с йогой. Но настоящая йога, она никогда не меняется. И если вы видите снова и снова какие-то новые йоги, это все не то. Настоящая йога, она о себе не кричит, она не говорит о себе большими баннерами, она не привлекает. И действительно реализованные мастера, они не все берут учеников. शिवोऽहं